Представителям знака зодиака Рак мое почтение. Здесь мы посмотрим с вами таро-прогноз на месяц май для вас. Затронем все основные темы и сферы нашей жизни. Все позиции я буду вам оговаривать в процессе расклада. И начнем мы с вами с атмосферы первой недели месяца май. Ну, что я могу сказать? Раки будут чувствовать себя вполне в силе, несмотря на некоторые финансовые трудности. Обычно я, конечно, не смотрю перевернутые карты, но, как ни странно, она так упала сама, хотя карты были выложены все ровно. Поэтому трудности финансовые ожидают, увы, и раков. Но им будет силы достаточно. Опять же повторюсь, в первой неделе мая вы еще будете чувствовать себя вполне нормально. Будем смотреть, что дальше. У кого-то будут. Посмотрим, что нам приготовит вторая. Слушайте, второй старший аркан. Для многих представителей этого знака вторая половина месяца май будет связана с какими-то переменами. Может быть, работа. Тут особо... Да, скорее всего, нет. Скорее всего, это может быть связано с чем угодно. Вы будете поддаваться каким-то своим внезапным идеям, внезапным планам, и вас ожидают перемены. Но в основном, конечно, карта говорит о переменах, переездах, смене места жительства. Вот это, скажем так, основной лейтмотив следующей недели. Следующей за второй недели. Итак, смотрим атмосферу третьей недели. Третья неделя у нас будет наполнена эмоциями. Сейчас мы попробуем посмотреть, какого плана будут эти эмоции. Еще одна карта. Да что ж такое? Странно. Эмоции эти будут связаны с тем, что будет тяжеловато. У кого-то, конечно, это могут быть приятные эмоции. Потому что туз кубков, как ни крути, его основная идея – это хорошие, светлые, чистые эмоции. Но здесь нам ложится десятка жезлов, а карта тяжелая достаточно. Поэтому для кого-то эти эмоции будут тяжелыми. Связанными где-то с работой, с какой-то трудовой деятельностью, с какой-то вообще в принципе деятельностью. Не напрямую с финансами, а именно с какой-то деятельностью. Так что эмоции могут быть как положительного плана, так и тяжеловатые. Но держите себя в руках, и тогда вы сможете минимизировать все отрицательные эмоции и любые события, связанные с этим. То есть держите себя в руках. Смотрим энергетику и основные события четвертой недели. Да что же вы? Ну хорошо, ладно. А вот на четвертой неделе ситуация станет не очень ясной. Неясной, непонятной, не будет ясно, что будет дальше. И здесь я больше, конечно, вижу с тем, что с какими-то рабочими моментами будет остановка. Просто не будут многие люди знать, что им делать дальше и как жить. Они вроде бы и готовы к труду, обороне, но сами обстоятельства поставят их, возможно, в такой момент, когда они просто будут в замешательстве и дальнейшего пути не будут видеть. Но это мы посмотрели просто, так сказать, энергетику, события, обстоятельства месяца, и то не общего, а понедельно. Теперь мы будем смотреть все подробнее. И первая позиция, которую мы будем смотреть, это эмоциональное состояние раков.
вы будете скованы, то есть ваши какие-то... Вы сами себе будете не давать где-то двигаться. Вами будут обуревать вот какое-то нежелание что-то менять, несмотря на то, что вас судьба ставит в такое положение. То есть вам это будет не очень приятно. А кто-то не захочет перемен, потому что для многих, как я вижу по следующей карте, перемены будут связаны с их семейным положением. То есть переходить на новый уровень многие раки будут просто бояться. Это будет эмоциональное состояние страха, ничего не делания, попытки избежать любыми путями того, что происходит, или, что называется, опустить все на самотек. Пусть оно все само решается собой. Я не хочу особо принимать в этом участие. Как будет, так и будет. Это в двух словах. Так, теперь мы посмотрим обстановка в семье. Я имею в виду в семье в большом смысле этого слова. Не только между мужем и женой, между партнером и партнершей, но и в семье в общем. Всех людей, которых вы можете назвать своей семьей. Общая обстановка вполне благоприятная. В некоторых семьях, конечно, люди начнут учиться взаимодействовать на близком расстоянии друг с другом долгое продолжительное время, когда, может быть, не уделяли и раньше не было таких обстоятельств, что вы должны были находиться долго друг с другом. Теперь настанет такое время, так я хочу так подвинуть, чтобы было все красиво. Вот. А теперь настанет такое время, что вам придется взаимодействовать друг с другом. У вас все, в принципе, хорошо. В общем-то, обстановка будет очень миролюбивая и приятная. Некоторые из вас, в конце концов, почувствуют, что семья – это их тыл, что семья – это надежная и важная сфера вашей жизни. И будут счастливы в своей семье, со своими близкими. Теперь мы посмотрим для людей, для двоих. Для вас и вашего партнера. Или вашей партнерши. То есть только то, что касается ваших личных отношений. Как обстановка здесь? Как будут обстоять дела в этой сфере? Слушайте, но вы знаете, даже расклад как-то ведет к тому, что многие раки в мае месяце только-только начнут какие-то новые отношения. Вот только-только они будут зарождаться, потому что оба пажа, оба начала, паж кубков, который предлагает вам эти отношения, и паж жезлов, который вот начало всех начал, только-только зарождаются вот эти чувства, совместное проживание, конфетно-букетный период, это же такая прелесть. Люди в паре, может быть, у кого-то вот оно. Такой, знаете, соскучились друг по другу, как мы по семье смотрим. Соответственно, больше времени уделить внимание друг другу. Теперь будем смотреть для тех людей, кто еще не обрел свое счастье и не имеет партнера. Мы посмотрим на шансы, возможности нового знакомства в мае месяце для вас, для раков. Более чем. Более чем. Просто превосходные. Вот здесь карты лежат. Шансы у раков превосходные. То есть это может быть, даже произойдет на каком-нибудь празднике, при каком-то событии. Я не знаю, день рождения сейчас, если у вас есть знакомые, друзья знака Тельцы, идите, если они вас пригласят, идите обязательно на их день рождения, потому что там вы можете встретить свою вторую половинку, своего любимого человека, потому что это все приведет к двойке кубков. Это взаимные чувства будут. И шансы просто огромные, поэтому не упустите их, свои отношения, свою эмоциональную составляющую своих отношений. Поэтому я вам желаю удачи в обретении новых знакомых, новой любви,
Будем ждать мая. Переходим к следующей позиции, которая у нас отвечает за профессиональную деятельность. Трудовая, собственный бизнес, все что угодно. Профессиональная деятельность. Май месяц. Ну, здесь, скажем так, не все так гладко, как в любовной сфере, потому что четверка мечей говорит у нас о том, что многие сферы трудовой деятельности, профессиональной деятельности будут просто застопорены. В классическом варианте четверка мечей – это карта, где человек лежит в каком-то своем склепе, над ним 4 меча, и он, в общем-то, не двигается. То есть по какой причине он сам туда лег, в зависимости от карт, которые рядом. Судя по тому, что я вижу рядом, а эта карта почему-то тоже перевернулась, я не смотрю в перевернутом виде, но она одинаково, вы видели, да, и в прямом, и в перевернутом. В зависимости от того, какая карта легла рядом, а эта карта указывает вообще на смену новой профессиональной деятельности, вообще на какую-то перемену, на переезд в другое место, к другим берегам. Соответственно, тут может быть такое. Предположим, не приведи Господи, какое-то предприятие остановилось, и вы вынуждены менять сферу деятельности. Вообще, в принципе, просто на банальном уровне работу. Уезжать, переезжать, отъезжать. В общем, вот так у нас обстоят дела в профессиональной сфере. А теперь будем смотреть дела, которые будут связаны с финансами. Немаловажная сфера нашей жизни, нашей деятельности. Посмотрим, что будет происходить с ней в мае. Так, не все так хорошо будет происходить. Но у некоторых очень даже хорошо. Раки в силу того, что где-то будут применять свой холодный разум и холодный рассудок, им удастся выйти из этой ситуации победителями с большой долей вероятности. А кого-то меньше всего в месяце мая будут очень сильно заботить финансы. Поэтому к финансам, как минимум, женский пол будет холоден. Не будет так сильно обращать на это внимание. Значит, есть какие-то заначечки. Очень хорошо. Ну и самое последнее, что мы посмотрим, это основная атмосфера всего месяца. Как я и говорила ранее, если захотите, можете посмотреть в других прогнозах. Месяц май для многих женщин будет больше связан с детьми. Ну, то есть, надо же думать, да, как закончить год, как куда-то поступать, не поступать, вообще все эти вещи. И отношения будут немаловажны для раков в мае месяце. Спасибо вам за то, что вы приходите, подписываетесь, смотрите расклады, ставите свои оценки. Желаю вам хорошо провести этот месяц. Всего хорошего, встретимся на моем канале.